медицинское заключение о болезни и смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. В 21 час 50 минут при явлениях нарастающей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности Иосиф Виссарионович Сталин скончался. В марте 1953 года скончался руководитель страны Иосиф Виссарионович Сталин. Это событие породило, я бы сказал, двойственные ощущения среди граждан СССР, особенно в нашей республике. Летом 1953 года на территории Воркутлага в лагере номер 6 произошло восстание. Так про него говорят. Но на самом деле, скорее, это было не восстание, а акция гражданского неповиновения. 19 июля 1953 года 350 заключенных отказались выходить на работу. Они мотивировали это тем, что они лишены гражданских прав. Они требовали встречи с начальством, прокурором и председателем ЦК КПСС, ни много ни мало. Начальство лагеря пошло на небольшие уступки, уменьшило продолжительность рабочего дня, стало выдавать больше денежного вознаграждения, но это не устроило забастовщиков, будем их так называть. И по всему Воркутлагу начались массовые акции неповиновения. Лагерное отделение было окружено солдатами, были установлены пулеметы, и началось насильственное проникновение на территорию зоны. Заключенные сопротивлялись и удерживали ворота. А это уже, как вы понимаете, прямое неповиновение лагерной администрации. В результате этих событий произошел акт массового расстрела. Погибло довольно много людей и ранено было много людей. По воспоминаниям свидетелей, через несколько минут после начала непосредственно открытия огня, солдаты и офицеры, они будто бы опомнились и стали оказывать помощь заключенным, их перевязывать, отправлять в санитарные части. Летом 1953 года подобные акции, назовем их так, проходили в разных частях Советского Союза. Заключенные предполагали, что смерть Иосифа Виссарионовича несколько изменит ситуацию и даст свободу, тем более, что летом 1953 года прошла массовая амнистия.